Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Салам маршалду. Швейком я бусурба. Вежри, ижри, ва арянство, ва аричка, салам маршалду. Здравствуйте, друзья мои. Сегодня у нас ролик будет весьма интересный. И мы получим весьма интересный результат. Я хочу, чтобы вы вместе со мной прошли путь поиска информации. Конечно, некоторым и это может показаться, что легкая задача, но подготовительные процессы, которые идут к такому даже простому решению, которое вы сейчас увидите, и как я нахожу информацию, и, на мой взгляд, сногсшибательную информацию касаемо народа Нохчо, истории народа Нохчо. Прежде я вынужден вас попросить, конечно, подписаться на мой канал, там подписаться, сделать комментарии, там, я не знаю, уведомления себе поставить. И, конечно, мне очень нужны ваши финансовые вливания, скажем так, помощь. Та помощь, которая сегодня оказывается финансово, она очень важна, конечно. Вы должны понимать, что я абсолютно от чистого сердца говорю, что каждый рубль — это реальная помощь мне без всякого сомнения. И такая помощь, как вот оказал Омар Али, это тоже очень существенная помощь. Мне вы помогли, приобрели, и компьютеры мне подарили, было такое, камеры подарили, дали мне, конечно, возможность работать. Но все это, естественно, изнашивается. И в то время, когда у меня была возможность приобрести что-либо, благодаря вам, вашей помощи финансовой, оно уже и морально устарело, и уже износилось. Опять требуется, как говорится, в смысле приобрести новые расходные материалы. Компьютер можно считать расходным материалом. Я бы вам показал, что у меня на нескольких компьютерах открыто очень много окон. А я сейчас буду быстро перескакивать, и вы будете думать, что, конечно, это легкая задача. Но поверьте мне, что все это в работе необходимо, эти компьютеры, несколько их видов. Было бы вообще, я делаю такое дуа Аллаху, чтобы он мне помог, как уже было однажды, чтобы мне снова оказали реальную финансовую помощь. По-любому, наверняка, кто-то, у кого есть эти финансы, и который там, как говорится, от нескольких миллионов туда-сюда не обеднеет, может быть, он посчитал бы нужным уделить мне внимание финансовое, серьезное, чтобы не сводить концы с концами, а чтобы действительно заняться реальной работой. Это мое дуа, это моя просьба, и к вам в том числе. Сейчас в связи с этими событиями, все эти, если раньше как-то что-то можно было и от наших арийцев там внимание получить, сейчас и это уже прекратилось. То есть мало того, что государство, как говорится, своих подданных душит всевозможными путями, так еще и, как говорится, возможности где-то что-то получить тоже сведены к нулю. Ну что ж, это, как говорится, крик души был. Давайте поехали. Вот человек под именем Аслан мне присылает вот такую картину. Я не даю вам информацию абсолютно точную, потому что некоторые секреты я не могу выдать, допустим, данные об этом человеке. Ну вот что я делаю. Нашел я вот это. Дальше пошло-поехало. В компьютере. Это мне прислали с телефона, загнал в компьютер, и в компьютере нажимаю интересную кнопку, и вылазят вот такие вещи. Найти это изображение в Яндексе. И, как видите, мы находим это изображение в Яндексе. Далее, что нам остается делать? Это изображение должно быть где-то вот здесь. И делаем поиски. Начинаем искать, если что-либо. Я абсолютно не знаю арабский язык. Но мне, допустим, какие я выводы могу делать? Я знаю из той информации, которая у меня есть, надо читать справа налево арабские тексты. Потом смотрю, Туркестан написано, значит, это не совсем арабский, хотя и арабский язык. Я знаю, что мы использовали арабский алфавит, имеется в виду народ Нохчо, для того, чтобы написать свои тексты на арабском языке, на арабском, вернее, письменности, на чеченском языке. Короче говоря, вот так все пролистываю, ищу, насколько позволяют мне мои знания.
Но так как у меня этих знаний сильно-то нету, я дальше следующий шаг делаю и получаю вот такой текст. В этом тексте для меня, ну, что бросается в глаза, понятия не имею, что это такое, но вот наверху вот такие знаки. Ну, по всей видимости, это цифры. Начинаем рассуждать. Так, раз цифры, ищем в поисковике. Что мы ищем? Ищем арабские цифры. Ну, толк есть, нет, не знаю в этом деле. Но как бы там ни было, арабские цифры. Это 1, это 2, это 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 0 десятый. Хорошо, увидели. Вот так, 1, 2, это было две вот такие цифры, значит, это было 22. Вот я абсолютно не знаю язык, но я понял, что вот это 22. И вот таким путем, рассуждая, логически будем идти дальше и искать, что же нам прислали и какая польза нам от этого есть. Прежде чем сделать ролик, конечно, я всю эту процедуру прошел. И поверьте мне, так быстро, как сейчас вы увидите, я ее не проходил. Загрузил картинку и получил вот такой выход. И дальше делаем опять новый поиск. И здесь весьма интересно, то есть этот язык, друзья мои, если вы знаете, на каком языке здесь написано, чтобы нам было понятно, вот это одна из важных вещей, которые вы можете мне помочь. То есть я сейчас даю ответы тюркам. Вы не сомневаетесь, что это тюркам Кавказа имеется в виду, конкретно кумыкам, нагайцам и другим тюркоязычным, которые живут сегодня здесь и говорят о том, что это земли принадлежат им. И смотрите, что я нахожу. Я нахожу в правом углу похожий текст. Вот здесь маленький. Увеличить получится? Да, но не получится поднять. Но как бы там ни было, вот этот текст был похож. Потому что я там что нашел? В начальном тексте я нашел вот это. Я арабский язык, как вам говорил, не знаю. Но из того, что мы поняли, что это за цифры, это цифра 3. 1, 3. И опять возвращаемся к этому. Мы понимаем, что это 1333, скорее всего, год по хиджи. Я так думаю. Вы, кто знает арабский язык или может также со мной, как говорится, попутешествовать по интернету, скажите, что думаете вы, что это за цифры. И согласно этим цифрам, похожим, я нахожу этот текст. Вот здесь те же самые цифры, 1333, попробую увеличить. Видите, 1333. Значит, разговор идет про это. И я точно знаю, что вот этот фрагмент карты Каспийского моря, вот здесь Черное море, это Кавказ. По вот этому выступу можно определить, что это Баку, то есть сегодняшний Азербайджан. Вот здесь Аграханский заповедник. И здесь, по идее, Дагестан сегодня, Чечня и окружающие нас это самое. Я не знаю абсолютно язык, но мы нашли вот это изображение. И давайте вместе на это изображение, я сейчас уменьшил, посмотрим. На Османли Мюраши Арастурмалар дер Гюси и Journal of Ottoman Legacy Studies. Короче говоря, какой-то журнал. Что нам остается делать? Нам остается его скачать. Скачиваем это изображение, но вы эту процедуру не видите, вы видите уже готовый результат. Ну вот, друзья мои, далее, я тут отвлекся, поэтому не связанный, наверное, текст будет. Я это изображение нажимаю сюда, и у меня он открывается, получается вот такая вещь. Весьма интересно, здесь много каких-то книг, здесь, наверное, прочитать все такое возможно. Что мы делаем? Нажимаем перевести, начинаем переводить. И что здесь получается? Редакторы: Абдин Темизер, доцент, профессор, доктор философии, университет Мехмета Акифа Эрсоя, не Эрсноя ли, Турция. Исмаил Авчи, доцент, профессор, доктор философии, университет Балыкесир, Турция. Эссе в честь профессора Экрем и так далее, доктор философии, март 2018. Ну, общий файл, обложка, открыть, и мы начинаем дальше это делать.
учитывайте, что это тюрки, учитывайте, что это тюркский язык. И открываем вот такую интересную вещь. Вы видите, это то же самое, точно так, по такой же схеме мы его можем перевести. И что здесь нарисовано и написано. Давайте дальше смотреть. Ну, открываем, что там написано, и мы видим вот такой текст. Так, надо его уменьшить, чтобы вам было видно. Вот, что здесь написано, я абсолютно не понимаю, но понимаю, что здесь про турецкое, но карты здесь не вижу. Значит, это нам не интересно. Нам нужно снова вернуться в карту. Вот опять эта карта. И мы начинаем опять увеличивать ту часть, которая нас интересует. Нас интересует Каспийское море. И вот здесь что-то написано. Там, где должны быть чеченцы. Что я могу? Опять же, согласно тому, что мы здесь находили, с этим цифром, мы здесь можем увидеть... Так, что я тут сделал? Да. Мы видим здесь 12. Начинаем его увеличивать еще, чтобы тот, кто может прочитать, мог прочитать. 12 и какой-то текст. Здесь какой-то текст и 12. Дальше начинаем искать друзей, товарищей, родственников, которые нам смогут разъяснить, что это за цифры. Может быть, кто-нибудь что-нибудь понимает. Ну, прежде, конечно, мне самому необходимо понять, я так понял из этой картинки, что это связано с Османской империей. Мы знаем, что это Турция. И что там можем мы найти сегодня, чтобы посмотреть. Османская империя, и вот тут по-арабски написано, Оттоманская империя, трансконтинентальное государство после завоевания Константинополя и тому подобное. Но века, как говорится, смотрите, трансконтинентальное государство, созданное в 1299 году турками-османами под предводительством Уджбея Османа, Гази, на севере-западе Малой Азии. Так, друзья мои, из этого мы делаем элементарный вывод, что это Осман Лими Мири Раши, или как он там, тот, кто знает турецкий, наверное, надо мной смеяться будет над моими попытками понять. Ну, вот эту карту вы сами можете найти, посмотреть. Вместе со мной вы сейчас его смотрите и пытаемся найти данные, которые могут касаться нашей Чеченской Республики. И я думаю, что мы здесь найдем весьма интересные факты, если вы, как говорится, будете справедливы. Я снова возвращаюсь к этой карте, которая уже загружена мной, где читать более-менее легко. И вот терзают меня смутные сомнения, нравится этим кому-то из наших соседей или нет, что здесь что-то написано про чеченцев, потому что с выходом в Каспийское море вот так что-то здесь есть. И поэтому мы, знающего вот это примерно язык, из моих подписчиков, из моих родственников, друзей, товарищей, я начинаю им рассылать, обзванивать и спрашивать. Как я уже говорил, у меня есть родственник, вот я ему отослал, и вот этот текст он мне чтобы перевел. И что он там переводит нам? Я по-другому сейчас показать не могу, именно в таком виде. Асхаб бенок отер эрсно, но это мой родственник. Асланбеки, 12 чечен и 12 век Хардука сон Сахьятра. Как раз Эцхена Ермацук, сон Османской империи, начало. 12 век чечен Хардуису. А да, це карта антиадол, і 12 обозначити духи. Османиюль ватан хадуки. Османское государство, Османской империи. Дуи Чачан. Ссылки на компьютер ты отдыхаешь. Я посерч, что ищу. Основная. В данный момент в Ангое 23 Рабиул Сани 1444 году, а из-за 1333 год, ровно 100 лет назад. И Чечен элдол доштенгах гоон, милт меттахдуи, милт суртахдуи. Чечен элагдуи, таз газга материализмы. Арби дешнеш дасыш. Буга коточку болшугой, и вая лиялда чеметтан элкш. Шун сахиятра я османский дала кумыкский алфавит дала.
عربي شنتير قيتا добавление هولي ونوخش ليل دوئي كيريلي تطيت لوي نتوخي أنا صيب موالو سيازين جايناش أتتعليل إن ألبشتو الشاء чан Эрдогане. Шадогане. Ну что ж, друзья мои, после вот такого длительных переговоров и тому подобное, мы приходим к выводу, что в данный момент показывается карта. Я не знаю, что вот здесь может быть и Кумыкия написано, но как бы там ни было, то, что здесь написано и нарисовано, это единое территориальное государство, которое по Сулаку идет, вы видите, и по Тереку идет. И вот, как я уже говорил, не где Терек падает в Аграханский заповедник по новому руслу, а именно по старому руслу, вот здесь нарисована эта карта. И выход, весь Аграханский заповедник, все принадлежит вот этим. И прочитайте, что это такое. Я не знаю, где найти эту другую карту. Вот на этой штуке вот это написано, и вот это нарисовано. Из того, что я узнал от своего родственника, это территория народа Нохчева. Чеченцы имели вот такой выход. Возможно, с таким же хорошим народом, который, вот когда я это говорю, начинает неприязненное отношение получаться. Тюркоязычный народ, он пришлый народ, ну как бы там ни было. У нас появились эти разборщики, скажем так, которые хотят сказать, что тюркоязычный народ это не пришлый народ. Но если даже турецкое государство создалось всего лишь навсего в XII веке, это тюрки, которые пришли, османы. Какие еще нужны доказательства? И вот она, граница Чечни. Я ее сейчас попробую обвести, загрузив эту карту на другой ресурс, чтобы вы тоже могли примерно представить, как у нас выглядела граница именно на вот определенном промежутке времени. Что мы делаем? Нажимаем «Открыть», ищем «Открыть», «Посмотреть», «Заполнить», «Открыть» с помощью. Давайте пантом откроем. Открыли. И вот она, эта территория. Чтобы не говорили, что я рисую эти границы. Ищем вот на этой штуке, скажем так. Ну, давайте кого возьмем? Кисточку, может быть. Нет, лучше карандаш. Карандаш возьмем, красный цвет ему сделаем. И поехали рисовать. Ну вот, друзья мои, фломастер я получил. И начинаем ее так грубо обводить. Вот так, вот так. Это река Сулак уже. И вот по Сулаку. Вот так мы сумели на этой карте нарисовать и сохранить. Получили мы эту карту. И давайте, теперь у вас есть вся информация, и вы примерно можете представить, при наличии определенных условий, примерно, чтобы вам показать и сказать. Судя по тому, что знаю я из той информации, вот так выглядела граница Чечни, по крайней мере, больше 100 лет назад. Если у вас есть возможность меня опровергнуть, кумыкам, их историкам, нагайцам, то тюркоязычным, всем, кто живет на Кавказе, плюс моим землякам, скажите, что это не так или так. Вот вам те аргументы, которые я привел, при полном отсутствии знаний арабского языка и так далее. Забегая наперед, хочу сказать, что в Турции у меня есть один очень хороший наш знакомый. Я у него бывал в гостях. Молди. Он великолепный мастер по изготовлению яхт. И у него есть сын, просто золотой парень. Мола зовут его. Мы нашли с ним одну книгу. Оказалось, что она у него есть. И там есть очень большие подробности про историю народа Нохчу, но она выпущена только на турецком языке. И сейчас мы ищем финансы, чтобы нанять квалифицированного профессионала для перевода этой книги и попытаться ее переиздать уже на русском языке, чтобы мы могли уже ознакомиться с ним.
Поэтому я говорю, если у кого-то есть средства, вы не думайте, что я эти деньги хочу просто так потратить, те деньги, которые вы мне даете, я пью, курю, гуляю где-то или тому подобное. Я еле концы с концами свожу, но даже эти концы с концами, с позволения Аллаха, я свожу благодаря вам, тем, кто мне помогает. И если у кого-то есть возможность серьезно помочь, сколько бы мы могли бы сделать. Ну вот такой у меня, как говорится, резюмирующий, заканчивающий ролик. Текст, как говорится, с вами был Асланбек, как вы знаете, Асхаб, Аслан. Они с разных мест, разные люди. Ну и канал Клуб российских изобретателей. Подписывайтесь. На мой Яндекс.Дзен канал тоже подписывайтесь, если вы имеете возможность. Это тоже большая мне помощь, потому что YouTube меня душит уже со всех сторон. Ну, благодаря некоторым нашим, скажем так, соседям, которые думают, что они правы во всем. Ну что ж, друзья мои, хоть и ролик длинный, вы вместе со мной прошли путешествие, вы вместе со мной нашли историю, маленький фрагмент, крупинку истории народа Нохчо. А сколько еще есть вещей, которые вот так нужно выдергивать, чтобы потом в будущем, мои 1300 роликов, это задел на будущее, из них уже достоверной информацией можно скомпоновать и собрать как мозаику историю народа Нохчо, начиная от нашего первого любимого человека, Адама, Творца Аллаха, далее нашего, конечно, все пророки нами любимы, особенно наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам, но родоначальник уже после потопной цивилизации, наш пророк Нух, алейхиссалам, имя которого носим мы единственные люди на земле, самоназвание, которое имя пророка Нуха, алейхиссалам. И очень много вытекающих отсюда вещей. Ну что ж, друзья мои, я закругляюсь. Тему следующего ролика уже вместе продумаем, посмотрим на ваши комментарии. До новых встреч в следующем ролике. До этого больше.